4 ноября 2005 года Россия впервые начала праздновать День народного единства. Ввели этот праздник по предложению Межрелигиозного совета России с целью возрождения почитания освобождения Москвы от польских захватчиков. Это не выдуманный, реальный, отмечавшийся до революции более 2,5 веков, а сегодня лишь возрожденный, вобравший в себя новые смыслы День народного единства. И сегодня на наши вопросы ответит заведующий канцелярией Канашской епархии иерей Сергий Карсканов. Здравствуйте, отец Сергий. Здравствуйте. Отец Сергий, известно, что некоторые представители мусульманского духовенства говорят о том, что Минин был татарином. Как вы считаете, это, наверное, тоже своего рода попытка как-то объединить наши народы России вместе? Его подвиг не заключается в разделении веры. Не заключается, какой он был принадлежности, к какому он классу, роду относился, какой был вероисповедание, да? Вот. Его подвиг действительно, что они смогли собрать народ, вот, и произвести, вот, и действительно пойти на Москву, да, то есть изгнать поляков. Смысл в том, что здесь мы должны видеть, что они действительно смогли. Они объединились. Вот. И сейчас нам тоже с вами, дорогие друзья, нужно же объединиться. Вот. Мы зачастую живем «я сам по себе». Вот. То есть моя семья, и все, и как бы ничего нам особо не надо. Вот. И нужно действительно жить все вместе. На ум приходит такая история, даже нет, не история, с детства, наверное. Вот когда показывают там прутик с веника, да, и говорят, его, говорит, легко сломать. А когда целый прут, да, много веток, то его тяжело сломать. И вот мы точно так же должны объединиться. Как вы считаете, стал ли этот праздник объединяющим всю страну когда-то 4 ноября 1612 года? Абсолютно думаю, что он стал объединяющим, потому что все народы объединились, понимаете, да? Вот мы с вами не можем понять, что происходило в то время в Москве. Да, это разбои, грабежи, насилие. И до того вот это просто, как вам сказать даже, да, погубило страну. То есть это смута. Вот. И здесь они были, вот это ополчение было объединено вместе. Вот, да, как сейчас и у нас, да, вот у нас священнослужители ездят и в зону специальной военной операции. Вот, да, у нас постоянно какую-то помощь оказываем, да, причащают, ездят народ, военнослужащих. Вот. И что я хочу сказать, там просто лишь нету ни татарина, никто не превозносится, как я говорю, друг над другом. Да, они также молятся и стоят рядом. Вот. То есть у нас тоже нет такой как бы разделения такого, да. Вот я сам, допустим, вот учился я в Казанской семинарии. Вот. Это, как мы с вами знаем, город, где большинство татар. Вот, да, и я помню, с студентами мусульманами играли в футбол, в волейбол. То есть у нас не было каких-то... Мы друг друга не разделяли. Вот. И здесь точно так же, ведь нам тоже нужно быть вместе, не смотреть на какие-то религии. Да, мы молимся, может, по-другому. Вот. Но смысл в том, что мы должны быть всегда Живем-то мы в одной стране, да? Вот. И страна нас должна объединять. И мы должны действительно быть вместе, как единый русский народ.
Отец Сергей, на ваш взгляд, что мешает современному народу быть сплоченными? Что разделяет современный народ? Народ у нас как живет сам по себе. Вот, мы не вмешиваемся ни в дела каких-то там вот наших близких друзей. Вот, и особо нам помощи даже попросить не у кого. Я вспоминаю то, что когда был я еще совсем юный, вот, мы особо-то даже дверь в квартире не закрывали. Вот. И такого не было, что да, теперь мы даже соседей своих не знаем. Вот, и просто мимо проходя, даже «здравствуйте» не говорим. Сейчас ведь действительно человек отходит от Бога. Вот, да, и то время, которое сейчас у нас в стране, мы должны действительно молиться. Хотя бы дома, в своей домашней молитве. Вот, да, и здесь мы просто живем без Бога, а Господь всегда всех объединяет. Если мы будем с Богом, то у нас все будет хорошо. Вот. А здесь мы отдаляемся, и отделяет нас это. Вот, да. Мы не только отделяемся с какими-то другими конфессиями, да, мы отделяемся даже от своих. Я говорю, что у нас даже на родственников, на некоторых, мы как бы, не знаем их. Вот, знаем, что он, да, там, наш друг, близкий. Вот, и как-то, и ладно. Вот, то есть, что раньше было, мы всегда переживали вместе, сейчас мы переживаем как-то, узнали через кого-то, да. Вот, и все. Действительно, здесь нужно, как я уже сказал, верить в Бога. Господь всегда всех объединяет. Как вы считаете, что можно сделать, чтобы укрепить единство нашего народа в стране? Вера в своего Создателя, вера в Бога. Вот это, я говорю, что у нас страна многоконфессиональная, вот, да, и многонациональная. И мы должны действительно православный объединиться и молиться и просить Бога, чтобы Господь помог. Да, если у тебя исламская религия, да, ты должен почитать, там, допустим, Аллаха, да, и действительно, это ведь не только, что народ забывает, православный народ забывает Бога. Здесь и можно сказать то, что и наши братья-мусульмане тоже, некоторые и отходят, да, они как бы, как сейчас у нас модно говорить, это, да, что мы называемся православными, но не молимся, не исповедуемся, также и в исламе, да, некоторые называют себя мусульманами, но не живут по их правилам. Вот, да, и действительно, если мы будем верить в Бога, да, нам Господь нас учит только же добро. Вот. И действительно, те заповеди, которые ветхозаветные, 10 заповедей ветхозаветных, да, которые дал нам Моисей, вот, они актуальны и сейчас. Если мы их откроем, да, возлюби отца и матерь свою, чтобы тебе жилось хорошо на земле. Актуально, очень актуально. Вот. И здесь, да, когда, исходя из этой заповеди, что мы сейчас видим, да, когда дети не уважают своих родителей. Это, понимаете, вот к чему мы идем. А ведь это одна из заповедей, да, если когда ребенок будет почитать своих родителей, то его дети и его также будут потом почитать. Он будет их учить в Духе Божьем, в заповедях. Вот, да, и тогда будет мир и спокойствие. Вот, то есть страна будет одной из первых. Вот, и тогда не будет каких-либо войн. Вот, да. Всегда нужно жить по заповедям. Вот, и Господь нас никогда не оставит, как я всегда говорю, да, не оставит, потому что Господь, если мы будем жить с Богом, у нас будет всегда все хорошо.